Подошла моя очередь выступления в прениях. Это достаточно волнительный момент и непростой, поскольку предыдущие блестящие выступления моих коллег, конечно, охватили все обстоятельства дела и достаточно полно раскритиковали позицию обвинения в данном вопросе. Я постараюсь не повторяться, обращусь к доводам, которые уже были изложены только в том случае, когда сочту невозможным этого не говорить. Итак, согласно фабуле обвинения, не позднее мая 2018 года Галилео Галилей, Ужахов, Барахоев, Мальсагов, объединенные между собой политической враждой, независимостью мышления и резкой оппозиционностью по отношению к учению Аристотеля, с целью пропаганды гелиоцентрической системы мира, а также смещения занимаемого поста бывшего главы Республики Ингушетия Евкурова, создали экстремистское сообщество. Формами и методами деятельности экстремистского сообщества являлись открытие горы на Луне, распад Млечного Пути на отдельные звезды, обнаруженные 4 спутника Юпитера, открытые высказывания в пользу системы Коперника, выпуск трактата «Письма о солнечных пятнах», а также планирование, подготовка и организация массовых мероприятий для пропаганды гелиоцентрической системы мира, что особенно возмущало бывшего главу Республики Ингушетия. Ваше честь, но это не защита. Я прошу остановить. Считает необходимым донести эту информацию. Ну, я считаю, это нарушает Ну, право на защиту. Суд может ограничить, а почему прокурор у нас в прениях позволяет? Я разрешил продолжить. Пожалуйста, если вы считаете необходимым свою позицию так, Да, спасибо. Именно так я полагаю как я ее буду необходимо оценивать. защищать позицию. Пожалуйста. Я продолжу. Да. Для пропаганды гелиоцентрической системы мира, что особенно возмущало бывшего главу Республики Ингушетия, поскольку, по его мнению, вращение Земли противоречило текстам псалмов, а также эпизоду из книги Иисуса Навина, где говорится о неподвижности Земли и движении Солнца. И 25 февраля 1615 года Римская инквизиция завела первое дело против Галилея, Ужахова, Барахоева и Мальсагова. Ваша честь, при всей гиперболе и всей абсурдности того текста, который был мной озвучен, моя абсолютная убежденность в том, что он ничуть не более абсурден и недоказателен, чем то, что мы слышали из уст стороны государственного обвинения. Вот абсолютно нисколько не гиперболизирован по отношению к ранее услышанному и нисколько не менее доказателен. Я хочу сказать, что наше обвинение держится на двух очень важных составляющих. Это мотив политической вражды и экстремистская деятельность. Именно на базе этих двух понятий выстроена вся обвинительная конструкция противной стороны. При этом при логическом анализе стороны обвинения необходимо, конечно, учитывать, что наличие политической вражды и криминального акта одновременно и того, и другого – это непременное условие существования обвинения. И если под мотивом политической вражды сторона обвинения понимает и утверждает это бесконечно, мотив политической вражды к бывшему главе Республики Ингушетия, то мне хотелось бы понимать, что идет как составляющая криминальная. Понятно, что здесь формально меняется статья 318, которая совершенно не доказана. Более того, многочисленные свидетели не только стороны, так и не только стороны защиты, но и стороны обвинения неоднократно это подтвердили. Об этом сказали практически все мои предшественники. Я не буду сейчас заострять внимание на вот именно этой части выступления. Просто полагаю сказать, что, опять же, говорилось ранее, но связь, которая должна прослеживаться между чувством политической вражды
и действиями по отношению к потерпевшим, вот этой связи нет. Невозможно, ну просто невозможно, не исходя из законов уголовного права и уголовного процесса, ни из законов простой человеческой логики, нельзя обвинять в применении насилия к представителям Росгвардии в силу проникновенностью, побуждениями, ненавистью и враждой к Евкурову. Об этом уже говорились, и мне кажется, это совершенно очевидно. Полагаю, что, как я уже сказала, глубокий анализ этой части обвинения и выступления моих коллег выявляет несостоятельность и абсурдность этой части обвинения. Далее я бы хотела сказать о следующем тезисе моего выступления. Это соотношение политической вражды и критики публичной личности, допустимой критики публичного лица. Полагаю, что многочисленные решения Европейского суда по правам человека, так же как постановление Пленума Верховного суда, дают четкие ориентиры в этом смысле для постановления приговора того или иного, поскольку в пункте 7 постановления номер 11, о котором также говорилось уже неоднократно, государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в гораздо больших объемах, и пределы допустимой критики однозначно шире, чем в отношении частных лиц. Ваша честь, я честно и хладнокровно пыталась понять логику обвинения. Мне не удалось, мне совершенно не удалось, и в этой связи мне пришлось вспомнить свое первое образование. И если я не могу понять правовую картину обвинения, то обратиться уже к своим лингвистическим знаниям и проанализировать понятие политической вражды и экстремистской деятельности, в принципе. И я позволю себе включить в свое выступление еще и лингвистическую, так скажем, семантическую составляющую правового анализа предъявленного обвинения. Итак, согласно нормам российского права, экстремизм – это приверженность крайним взглядам, и в соответствии с федеральным законом о противодействии экстремистской деятельности, я не буду это все перечислять, содержится четкая квалификация и классификация преступлений, которые инкриминируются и рассматриваются как экстремистские. В то же самое время Конвенция Шанхайской организации сотрудничества и противодействия экстремизму дает определение экстремизма как идеологии и практики, направленных на разрешение политических конфликтов путем насильственных действий. Опять же, экстремизм как какое-то деяние, направленное на насильственный захват власти. Экстремизм как способ решения разногласий методом радикальным. То есть во всех определениях экстремизма дается вот такая радикальная составляющая и непременное содержание насильственных действий. В нашем случае под насильственными действиями, я так понимаю, сюда притягивают действия по статье 318 и смешивают эти два понятия в одно, хотя, как я уже сказала и сказали мои коллеги, та политическая вражда, которая непременно должна быть составляющей экстремистского преступления, никаким образом не относилась к потерпевшим сотрудникам Росгвардии. Хотя в настоящее время имеется тенденция к включению в ореол экстремистской деятельности даже деятельности по поводу склонения и агитации к участию в массовых протестных акциях. Но пока это лирика, это не стало никаким законом,
частью Уголовного кодекса, поэтому пока мы еще немножко можем дышать. Ваша честь, обозримые в процессе судебного разбирательства видео и, собственно, показания наших подзащитных и показания многочисленных свидетелей ярко продемонстрировали наличие на митинге лозунгов и атрибутов, которые, собственно, демонстрировали, мне кажется, достаточно ярко демонстрировали намерение и настрой людей, которые организовали этот митинг, либо принимали в нем активное участие. Это требование законов Российской Федерации, это требование соблюдения Конституции Российской Федерации, это требование соблюдения Конституции Республики Ингушетия, ряда законодательных актов Республики Ингушетия. И как бы это банально не выглядело, я обращусь непосредственно к тем правовым актам, соблюдение которым, вернее, требования соблюдения которых сподвигло людей на митинг. Это именно те правовые акты, о которых, как ни странно, говорит обвинение, но уже с позиции обвинения. То есть соблюдение Конституции требовали наши подзащитные, наряду с многими другими людьми. За нашу Конституцию радеет сторона обвинения и усматривает в действиях наших подзащитных какое-то там намерение о том, чтобы ослабить ее или разрушить основу конституционного строя. Я хочу, может быть, для представителя обвинения, может быть, для себя, просто несколько штрихов из главы 1 «Основы конституционного строя», в разрушении которых обвиняют наших подзащитных. Например, статья 3. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Та же статья. Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы. Это именно то, о чем говорили наши подзащитные. Это именно несоблюдение закона о референдуме и требования свободных выборов. Это, собственно, верховенство прав человека, поскольку человековые права и свободы являются высшей ценностью. Именно об этом говорили. Вот об этой Конституции шла речь на митингах, и соблюдение именно этой Конституции требовали наиболее активные участники протестных акций, протестных народных акций. Я не знаю, может быть, у стороны государственного обвинения какая-то другая Конституция. Я также скажу о федеральном законе, как бы это, опять же, я прошу прощения за какую-то банальность, но тем не менее, я надеюсь, что вы поймете логику моего выступления. В законе о митингах 54 ФЗ четко, ясно указывается о том, что люди имеют право собираться мирно и все такое прочее, порядок проведения этих митингов, порядок не согласования, а уведомления о намерении провести такой митинг. И самое главное, что точно забыли лица, которые готовили обвинение, это право людей на агитацию к участию в массовой акции. Об этом почему-то совершенно ничего. Вот, то есть о федеральном законе идет речь в обвинительном заключении, но вообще под другим ракурсом. Совершенно. Я обращусь, позволю себе обратиться к Конституции Республики Ингушетия. Согласно статье 4 которой вся власть в Республике Ингушетия принадлежит народу. И поскольку Конституция Ингушетии ничем не может противоречить Российской Федерации, Конституции Российской Федерации, и, соответственно, полностью ей следует, то тоже содержит в себе указание на то, что народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти. Конституция Республики Ингушетия имеет высшую юридическую силу, говорится в тексте. Возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой у Ингушетии территории
и сохранение территориальной целостности Ингушетии – важнейшая задача государства, говорится в Конституции Республики Ингушетия. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Это тоже в Конституции Республики Ингушетия. Я напомню, это именно та Конституция, соблюдения которой требовали наши подзащитные. Очень интересная часть касается, это глава 4, это часть, касающаяся главы Республики Ингушетия, где на него возлагаются обязанности по охране безопасности и территориальной целостности Республики Ингушетия, где, произнося присягу, глава Ингушетии говорит: вступая в должность главы Республики Ингушетия, я обязуюсь соблюдать и защищать как Конституцию Республики Ингушетия, добросовестно исполнять возложенные на меня народом Ингушетии обязанности, уважать, защищать права человека и гражданина, безопасность и территориальную целостность Республики Ингушетия. Это, собственно, вот та самая Конституция Республики Ингушетия, соблюдение норм которой требовали наши экстремисты. Дальше закон о референдуме. Об этом говорили много. Я не буду цитировать. Кроме того, что скажу, что на референдум Республики Ингушетия обязательно выносятся вопросы об изменении статуса, наименования республики, разделении или объединении с другими субъектами Российской Федерации, изменение ее территории или границ в соответствии с законодательством Российской Федерации. И об этом правовом акте тоже говорили наши экстремисты в кавычках. Ваша честь, я полагаю, что сегодня на скамье подсудимых, ну это очевидно для всех и даже для моих процессуальных оппонентов, это совершенно необычные представители, скажем, той части людей, которые обычно бывают в этих вот сооружениях. И на мой взгляд, эти люди, конечно, лидеры. Но они не лидеры протеста, как их пытаются представить нам. Они не лидеры какой-то группировки или какого-то течения такого радикального. Нет. Это в чистом виде лидеры общественного мнения своего народа, однозначно совершенно. Это лидеры народа, это народные лидеры. И в этой связи у меня вопрос. Авторитет и влияние очень часто, практически каждый раз, авторитет Ахмеда Османовича Барахоева и возможность его влияния на народ при каждом продлении меры пресечения выставлялась как причина необходимости содержания его под стражей. И каждый раз, собственно, так же наверняка было у других, просто тогда мы были отделены друг от друга. И поэтому я говорю вот то, что связано с моей работой. И каждый раз возникал резонный вопрос, можно ли привлекать человека или сажать его в СИЗО просто потому, что он авторитетен. И на сегодня мы видим, что можно. То есть как бы это ни звучало странным, вот казалось бы, это не является преступлением. Можно быть лидером? Можно. Можно быть авторитетным человеком? Можно. Есть такая статья у нас в Уголовном кодексе? Нет. Легко ли заслужить этот авторитет? Ну вот легко ли? Вот может ли каждый человек стать авторитетным для своего народа? Ну очевидно, что нет. Нужно иметь безупречную репутацию. И нужно иметь как минимум уважение. А это уважение нужно заслужить. И это лидерство, если оно кому-то нравится, именно это слово, его тоже нужно заслужить. И эти люди это заслужили. Но самое интересное, что именно по этой причине они сегодня находятся там, где находятся, и лишены. По этой причине можно лишить человека свободы. К сожалению, этот процесс
И нам, мы как защитники, я уверена, коллеги меня поддержат, мы прекрасно понимаем, почему наши подзащитные находятся на скамье подсудимых, почему они лишены свободы уже 3-й год. И это понимает весь народ Ингушетии, абсолютно. Я точно это знаю, и я думаю, что за время погружения вот в этот процесс судебного разбирательства вам тоже это уже стало очевидным. И здесь мне бы хотелось коснуться немного национальной специфики все-таки. Наверное, мы не всегда понимаем, я сейчас себя имею в виду, наверное, мы не всегда понимаем, насколько мы разные, насколько мы все-таки имеем свои не индивидуальные, а какие-то, может быть, национальные, может быть, там, я не знаю, территориальные особенности. Но они у нас есть однозначно. Я точно, прекрасно помню вбитые в меня там, с юности слова моего отца. Фатима, ты дома? Как только ты переступила порог дома, ты у Русова, а как только ты отдалилась там, на 50 метров от дома, ты Карачаевка. И в нас, в каждом кавказце, это, я убеждена в этом, мы не существуем сами по себе, мы существуем как представители сначала своей национальности, то есть своего народа, потом своего рода, своей фамилии, своего тейпа, и только потом уже мы этому, вот каждый из нас это просто человек, там, имеющий какие-то индивидуальные признаки. И я убеждена, что и Ахмед Османович Барахоев, и все, кто сегодня находится с ним вместе на скамье подсудимых, они действовали прежде всего как ингуши. А потом они уже были там Барахоев, Ужахов, Мальсагов, Чемурдиев, а потом они уже были Ахмед, Малсов, Муса или Барах. И вот это стремление защитить свой народ и защитить свою землю по, как вам четче это объяснить, по совершенно справедливым, с их точки зрения, основаниям, именно это сподвигло. Никакой не умысел на умаление роли там, судов Российской Федерации, никакое не разрушение основ конституционного строя, а только понимание того, что за мою землю и за мой народ я должен вступиться. Это совершенно, мне кажется, в любом кавказском народе такие моменты очень живы. Кроме того, когда я говорю о какой-то разнице между даже маленькими кавказскими народностями, которые, наверное, большому брату кажутся вообще одинаковыми, и мы вообще непонятно, чем отличаемся, мне кажется, что ингуши отличаются еще большей сплоченностью, может быть, в силу маленькой территории, может быть, в силу мононациональности, может быть, в силу малочисленности. Я не знаю, по каким причинам, я не проводила такого рода анализ, но они точно гораздо более сплоченные, и межличностные связи у них очень прочные. И они более монолитны, что ли. И именно поэтому этот народный протест, затронувший права каждого человека в отдельности и всего народа целиком, он спровоцировал такую массовость и спровоцировал такую численность. И здесь, мне кажется, дело даже совершенно не в организаторах и даже, может быть, не в лидерах. Это был такой порыв общенациональный, который был, мне кажется, ярко продемонстрирован в судебном разбирательстве уже. Понятно, что в любом уголовном деле сторона защиты, сторона обвинения выступают оппонентами, как бы это такие вот азы, там, даже не юриспруденции, а общих каких-то принципов права. Понятно, что есть какое-то обвинительное видение процесса, есть какое-то защитительное видение процесса. Понятно, что они не должны быть, по крайней мере, одинаковыми. Понятно, что мы возлагаем на суд большие надежды по определению истины в этом деле и, скажем, даже не истины, Ваша честь, а вот просто объемы доказывания. Вот просто объемы, да, я не буду говорить высоких слов там про соль земли, истину в последней инстанции и прочее, прочее. Я просто хочу сказать, что
несмотря на как бы вот эту оппозиционность нашу со стороны обвинения, каждый адвокат знает свои слабые места, каждый адвокат знает сильные места обвинения. И в данном случае, конечно, мы готовились к бою, к противостоянию, мы готовились к спору, мы готовились к борьбе. На мой взгляд, наша борьба заключалась не в противостоянии, потому что кроме представления прокуратуры о том, как они это видят, нам, собственно, больше оппонировать было некому и незачем. Мы просто доказывали невиновность в условиях полного недоказывания виновности. Вот, собственно, в ходе судебного разбирательства это стало для меня очень-очень заметно. И поскольку у нас такой образовался литературный кружок в этом процессе, и многие мои коллеги цитировали художественные произведения и цитировали какие-то фразы из фильмов, то есть у нас такое высокое интеллектуальное общество, соответствующее нашим подзащитным, потому что это тоже очень интересные и очень образованные люди, то есть мы старались не упасть там лицом вниз. Я позволю себе прочитать отрывок из одного известного стихотворения Евгения Евтушенко, которое, мне кажется, прям вот очень хорошо ложится на нашу ситуацию, даже неожиданно хорошо. Твердили пастыри, что вреден и неразумен Галилей. Но, как показывает время, кто неразумен, тот умней. Ученый, сверстник Галилея, был Галилея не умнее. Он знал, что вертится земля, но у него была семья. И он, садясь с женой в карету, свершив предательство свое, считал, что делает карьеру, а между тем губил ее. Ну, собственно, я считаю, что сегодня мы судим Галилеев, и вся их вина в том заключается, что они, будучи убежденными в том, что Земля вертится, пытаются объяснить это всем остальным. Пока, прямо скажем, это дается тяжело. Но, как показывает практика, время все расставляет по своим местам, и я надеюсь, что нам потребуется меньше времени на это, чем Галилею. И уже как бы заканчивая свое выступление, я хочу сказать, что я безмерно благодарна за этот путь моему Ахмеду. Это были тяжелые дни, это были долгие дни, но его уверенность в правоте каждого шага, искренность его намерений, чистота его помыслов, свет, который от него идет, и его доверие ко мне – это то, что давало мне силы работать в этом деле. И я убеждена, что сегодня на скамье подсудимых это лучшие представители народа, и никакое уголовное преследование, никакие репрессивные меры не могут этот статус их сломить. Ну, собственно, на этом все. Большое спасибо за внимание. Ваша честь, я прошу оправдать, конечно, в полном объеме и Ахмеда Барахоева, и всех подсудимых.